Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода хорошая, ветра нет, минус 20 градусов, очень солнечно. Прогулялась я сегодня на улице, хотя морозно, но не хочется с улицы заходить. Вы знаете, я в этом году опоздала подарить подарки своим внукам. Не знала, что подарить. Вроде у них все есть. Ни с чем не могу их удивить. И вспомнила, когда Роза была у нас в отпуске в прошлом году, летом, выписала для своей семьи электронную зубную щетку Хапика. Они очень понравились. И моим внукам, конечно, тогда захотелось иметь такую зубную щетку, электрическую, тем более. А как Софьюшка наша чистила зубы, мои внуки смотрели, наверное, и завидовали. И я тоже своим внукам приобрела таких щеток. Вот они. Они сделаны в Японии. Это щетка для Владика. Таких щеток можно заказать от 3 до 10 лет. Это моя щетка. Это Кирилла щетка. Кириллу 12 лет. Я заказала взрослую щетку. Я заказала один зеленый, другой белый. Я думала, белый себе, зеленый Кириллу, а он почему-то выбирал белую щетку. Мы уже пользуемся 3 дня. Нам эти щетки очень понравились. Очень хорошо удаляет зубные налеты. Вот как разбирается. Здесь батарейка. Написано, что батарейка хватает на 3 месяца. Здесь вот включается. Слышно вам? Маленький звук. И здесь вибрация идет. Щетинки средней жесткости, они сделаны из природной керамики. Они не повреждают зубные эмали и десны. Эти щетки при чистке зубов вырабатывают ионы. А зараженные ионы помогают удалять из полости рта неприятный запах, зубной налет. А щетка Хапика абсолютно безопасна. С такой зубной щеткой можно зубы чистить и без пасты. Когда без пасты тоже чистишь зубы, немножко образуется пена. А если надо зубной пастой чистить зубы, то надо немножко только положить зубную пасту. Это моя зубная щетка. Вот как вибрирует. Очень интересно, когда зубы чищу, включаю. Как закончу зубы чистить, отключаю. Очень удобно. Зубные щетки Хапика безопасны. Вода непроницаема. Они вот в таких упаковках. Тут на японском языке, а здесь есть перевод на русском языке. Электрическая звуковая ионная зубная щетка с щетинками одной длины. Средняя жесткость. 100% японское производство. Чистит без зубной пасты. Щетинки разной длины позволяют вычищать пищу из самых труднодоступных уголков. Антибактериальный эффект. Клинически исследовано в отделении пародонтологии Японского стоматологического университета. Низкий уровень шума. Премия за лучший дизайн зубной щетки. Доступны 8 типов сменных насадок. Сделано в Японии. Дата производства июнь 2020 год. Батарейка в комплекте. У нас с Кириллом вот в таких упаковках, а у Владика вот такой упаковки. Мне такая щетка очень понравилась. Дискомфорт я не чувствую. И я думаю, приобрела не зря. Сейчас спросим у внука старшего. Что он скажет? Кирюша? Да. Че бежишь? Всем привет, дорогие друзья. Расскажи. Вот я вам на 23 февраля приобрела таких щеток интересных. Да.
А сейчас мы расскажем. Мои первые ощущения, как я только воспользовалась зубной щеткой от Хапика. Было необычно и интересно. Она бесшумная, мягкая, водонепроницаемая. Я, конечно, не любитель чистить зубы, но теперь я буду чистить зубы и утром, и вечером. Она вибрирует. Конечно, этого не видно на видео, но она вибрирует. Вот тут есть кнопочка. И начинает. Можно отпустить и вот. Ты зачем открыл секрет, что ты не любишь зубы чистить? Сейчас все подписчики будут смеяться над тобой. Не будут, они же добрые. Да, ну ладно. А маленький у нас пока в школе. Он первый открыл. Он у нас очень любопытный. Почистил зубы. Что-то долго не вылазил из ванны. Ему тоже щетка понравилась. Если кого-то интересуют такие щетки, я оставлю ссылку на этот интернет-магазин. А сейчас мы поедем с внуком в магазин, купим еще один подарок. Компьютерное кресло с мамой на двоих. Мама тоже прислала деньги, чтобы мы купили что-то нужное. Мы поехали с внуком в желтый диван, мебельный салон, смотреть компьютерный стульчик. Пусть внук сам выберет, какой ему нужен. Пусть посидит, посмотрит. А то я куплю не такую, неудобную. И будет ему плохо. Наш зимний стерлибаш. Сегодня солнечно, но холодно. Люди ходят. Ходят и в масках, ходят и без маски. Но на улице можно маски не носить. В закрытых помещениях желательно надо стараться носить. Но пока у нас все нормально. После прививки я тоже себя чувствую хорошо. Спасибо, что вы за меня переживаете. Все время спрашиваете. Не переживайте. Все хорошо. Скоро мы подъезжаем. Наше село красивое, как в городе. Мне нравится. Тут и места нету. А вот здесь нашли мы место. Вот и приехали. Вот этот диван тоже красивый. 27 400. Вот компьютерные стульчики. Выбирай.
Посмотри, который тебе нравится, такой купим. Вот сбоку есть Первый. регулятор. Регулятор есть, да? Поднимается и опускается. Когда сели на него, Опускается за счет поднимаете, вашего веса, садится. а поднимается как раз таки вот такой. У меня для ребенка. Также и спинка тоже регулируется. Ты посмотри, изучай. Мне кажется, вот это Вот тоже. эти тоже Ну, регулируются. который тебе нравится, такой купим. Черные и синие остались. Синий. Синий нравится, да? Да. 3,330. 3. Но если этот нравится, купим. Угу. Но попробуй вот сюда поставь. У тебя У меня такой. Теперь попробуй отпустить сам. сам отпустить попробуй снизу. Сидушкой ветерок. Вот. И Удобно. сзади тоже подкручивается, регулируется. Маленький. Ну что, Берем. Большой. берем, да? Да. И на тот садись попробуй. Ну, вот этот лучше. Мне больше нравится. Этот понравился, да? И по цвету. Ну, хозяин, барин. Купим Да. вам этот стульчик. Вам Всё? в разборе или целиком? В разборе или целиком? Нет, мы целиком можем забрать. Я на машине. Собирать у нас некому. Да, он Да. сильно понравился? Угу. А учиться хорошо будешь? Конечно. Вот с братом будете здесь сидеть за компьютером. Мой внучок уже пристроился. Ну, как тебе, улом, стульчик? Стульчик мне очень понравился. Тут есть подлокотники, можно регулировать. Почему ты выбирал именно это кресло? У меня в комнате синие тюли. Вот и я решила такой же стульчик выбрать. Будет смотреться красиво. А я хотела, чтобы ты и черные посмотрел. Черный стул удобно тебе или нет? А ты и не хотел даже толком смотреть. У тебя глаза загорелись, как увидел синий свет. Мне это кресло само позвало. Да? Ну ладно. Молодец. Занимайся, скоро братик придет. Пришел младшенький. Всем привет. Ну как, кресло тебе? Крутиться хорошо. Крутится хорошо. Владик, это кресло от меня с мамой вам на двоих на 23 февраля. Спасибо. Ну как вам наши подарки? Нам понравилось. Понравилось? Да. Вы довольны? Да. Ну ладно. Молодцы. Ну вот и все. Наши запоздалые подарки лучше поздно, чем никогда. За креслами тоже не смогли выезжать, были бураны, поэтому решили только сегодня. Я, конечно, 23 февраля их баловала разными вкусняшками. Дети были довольны. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.